Новоиспеченного доктора технических наук Молдхана Агиеву буквально завалили цветами. Коллеги, родные и, конечно, студенты. За защиту научной работы переживали все, кто знает Молдхан. Ведь она стала первой женщиной в Ингушетии, которая получила докторскую степень в технических науках. Честно сказать, я не ожидала, что моя защита докторской диссертации вызовет такой резонанс. Не то, что в университете, и в республике, и в социальных сетях, и везде поздравляют многие люди. Я думаю, что добрых людей на свете все-таки много, больше этих добрых людей. Без их поддержки, значит, ничего у меня не получилось бы. Защита проекта проходила в Воронежском государственном техническом университете. Тема диссертации Молдхан Агиевой – развитие методов управления экономическими системами на основе сетевых моделей влияния в маркетинге. Члены комиссии, известные в научных кругах, профессоры и преподаватели. У меня научное направление – это вообще теория активных систем. Прародитель этой теории активных систем – это мой главный оппонент. Вот здесь он указан, Бурков Владимир Николаевич. Это член-корреспондент Российской академии наук. Он работает в Институте проблем управления РАН в Москве. Честно сказать, экспертное заключение для меня было сложнее, чем сама защита докторской диссертации. Это экспертное заключение, когда заседает комиссия, и тебе кажется, что целью их бывает не пропустить твою защиту, ну, вернее, не принять твою работу, так кажется. А на самом деле, в конце концов, они, конечно, очень действенные советы вам дают в вашем отношении. Кажется, даже больше, чем сама Молдхан. Ее успеху рады коллеги. Это огромная радость. В конце декабря у нас один человек защитил докторскую. Теперь прошло каких-то 3 месяца, появился второй доктор. Человек, который с давних времен работает в нашем университете, пользуется заслуженным авторитетом. Я очень счастлив и рад, что она стала доктором технических наук. Я надеюсь, в течение каких-то 3-4, максимум 6 месяцев Высшая аттестационная комиссия ВАК Российской Федерации утвердит ее в этой звании. Значимость этой диссертации даже, мне кажется, невозможно описать, потому что все-таки это единственный доктор технических наук, женщина, в нашем университете и в республике в целом. А вот для студентов защита декана кафедры стала приятной неожиданностью. Мы очень обрадовались, мы даже не знали, Молдхан Тугановна об этом не говорила, потому что она очень скромный человек на самом деле. Вот. Мы увидели в интернете, на новостном паблике, и сразу начали в нашу общую группу актива, начали радоваться очень сильно. И на самом деле это очень значимое достижение и для факультета, и для университета в целом. Это хорошо, что в нашем институте становится все больше и больше профессиональных людей. Наши преподаватели не останавливаются на своем развитии и продолжают только постигать свои предметы. И тем самым они всю эту потом информацию передают ученикам, студентам, что самое главное. Молдхан Агиева закончила Чечено-Ингушский госуниверситет имени Льва Толстого в 1989 году. Стать математиком она мечтала с детства, а с появлением персональных компьютеров увлеклась программированием. Позже трудилась во второй школе Сунжи, где открыли первый компьютерный класс в Ингушетии. Молдхан стояла у истоков создания Ингушского государственного университета, а в 2004 году по рекомендации Южного федерального университета вошла в 4 делегатов от России в номинации «Женщины-лидеры России», которых направили в США по программе обмена опытом. Хотела бы поблагодарить своих коллег, сотрудников своего факультета, ныне Института инженерно-технического института, всех тех, кто меня поддерживал в этом отношении, помогал мне в работе. Я всем благодарна, и в частности своим родителям, братьям, сестрам. Молдхан Агиева также поделилась, что по инициативе Воронежского государственного технического университета будет продолжено сотрудничество с ингушскими студентами. Амина Бокова, Асхаб Белакиев, Новости 24.